В чем твоя претензия? Нам врут. У тебя был интерес к политике до того? Я мысленно попрощалась с работой. Хорошо, расскажи мне про 3%. Квартиру могут забрать. Милевский тебе каким показался? Курица тупая. Награждала первое лицо или нет? Я не вхожу в его аудиторию. Это по-прежнему канал «Жизнь Малина». Меня по-прежнему зовут Никита Мелкозеров. И сегодня мы впервые оказались вне Минской области. Это родной дом нашей топ-модели Оли Хиженковой. Мы говорим про Лукашенко, Васильевич, Марадонну, Марш Свободы и перемены. Залетайте. Оль, что не так? Объясни мне. Ты мисс Беларусь, у тебя есть подаренная государством квартира. Все вроде бы хорошо. Что тебе нравится? Мне все нравится. На самом деле в моей жизни все неплохо. Но главное противоречие состоит в том, что на пороге моей квартиры не заканчивается моя жизнь. Понятие не знаю, справедливости, какого-то правды, оно первоочередное для меня. Всегда так было и будет. И, по сути, это факторы, которые не зависят друг от друга. Ты можешь четко сформулировать, в чем твоя претензия? Претензия в том, что нам врут. Причем, очевидно, нас не уважают. У тебя был интерес к политике до того? Абсолютно нет. В песне Вани Шаркуновой, кстати говоря, у меня там слова. Кто ничего не смыслит в политике, кто до этого лета был просто зрителем. Это абсолютно мой случай. То есть первые выборы, да? Да, абсолютно. Мне кажется, мы все не понимаем, ничего не понимаем в политике, не разбираемся до тех пор, пока у нас не начинается серьезная проблема. Но это и не политика, на самом деле, абсолютно, конечно же. И Саша Герасименко там тоже, я смотрю, тоже, и многие спортсмены, и многие об этом говорят, что это действительно не политика. Это вопрос уважения, самоуважения, насколько мы готовы противостоять этому или соглашаться, как послушное стадо. Про клип Шаркуновой. Тебе очень понравился, я так понимаю. Идея и съемки. Да, очень, да. А история как-то, что это вылилось в конфликт с Галкиной какой-то. Как тебе? Я не знаю, что там с Катей произошло. Там все было в порядке. Она была на предпросмотре этого клипа. По сути, знала всех людей. Ей был озвучен список всех участников в этой съемке. Я не знаю, это у Кати лучше нужно спросить. Наверное. А как в твоей тусовке обсуждают эту тему? Какую именно? Политическую. В принципе, это, наверное, главное. Не главное, это единственная тема сейчас в разговоре со всеми. Мы должны пояснить, что твоя тусовка – это не стереотип, который о тебе представляют, что там мисс Беларусь – это там какой-то срез селебрити. Да нет, конечно. Нет. Слушай, какая моя тусовка? Моя тусовка – это моя семья, мои друзья, мои соседи. И это все. Это единственная тема, которыми мои коллеги, которыми ты постоянно обсуждаешь. В моем окружении, по сути, наверное, приблизительно 97% поддерживают мои взгляды. Ты ожидала, что роль женщины в нынешних протестах будет настолько высокой? Нет, конечно. Конечно, нет. И изначально, наверное, я, как и большинство, собиралась голосовать за Виктора Бабарика. И когда ему отказали в регистрации, когда он уже находился в СИЗО, у меня такое опустошение наступило. Я подумала, что нам действительно не оставили выбора. Но когда женский штаб объявил о воссоединении, я немножко сначала насторожилась, но потом, конечно, да, тоже решила поддерживать Светлану Тихановскую. Наверное, у меня такая солидарность, может быть, женская, просто мне не оставили выбора так же, как и ей. То есть, да, я поверила в девушек и голосовала за Светлану. Кто тебе из них троих больше всего нравится? Мне нравится, конечно же, и сама Светлана Тихановская, и Мария Колесникова, конечно, тоже как очевидный лидер. Вероника Цепкало тоже, конечно. Они все сильные женщины. Это три сильные женщины. Наверное, мой фаворит все-таки Светлана Тихановская. Она заставляет себя уважать, конечно, своими поступками, тем, что она готова была пойти на это, она решилась. Это очень тяжелый шаг, и это поступок очень сильной женщины. Когда тебе было наиболее страшно за последний
месяц? Мне кажется, с 9 августа нам всем немножко, ну не то, что немножко. Не, конкретно скажи мне, это ну, я не понимаю, знаю, я когда творилась не жесть. могу определить, ну, я не могу сказать. Ну, наверное, как бы день может быть, когда я сделала какую-то первую публикацию, даже не помню, что это было. Наверное, я поддержала Виктора Бабарика и сына. Мне было, ну, мне хотелось это сделать, мне было страшно, вот, наверное, такой самый момент, страшно было это сделать. Что будет, если я это сделаю? Вот. Ну, когда я публично как бы их поддержала, мне, наоборот, стало легче. Ну, наверное, самый вот такой пиковый, ну, такой, это когда я решалась на эту публикацию. Мне стоит заявлять о своей позиции публично или нет? Это долгие раздумья? Да и нет, час диалога с собой. Ну, мне очень важно быть с собой честной. А что ты взвешивала? Последствия, какие могут иметь. Например? Лишиться работы. Наверное, я мысленно попрощалась с работой. Национальная школа красоты — это государственное учреждение. Я очень люблю ее. Просто я очень люблю работать с подростками. Люблю. Ну, для меня это образ жизни, да, мой. Без детей мне сложно себе представить свою жизнь. То, что меня могут лишить титула, не знаю, но это меня меньше всего пугало. Наверное, работу потерять. Ты же сдала корону. Да, но титул уже на всю жизнь. Ну, квартира есть, квартиру могут забрать. Ну, я не знаю, ну, ты же видишь, что, в принципе, может произойти что угодно. То есть неизвестно заставляет тебя фантазировать, и ты поэтому... Нет, ну, то есть на тот момент, ну, я, ну, внутренне, я даже с этим всем, ну, как бы готова согласиться даже, может быть. Ну, потому что, ну, важно оставаться честной просто с собой. Какую реакцию ты получила? Опять же, 97% Расскажи про 3%, пожалуйста. Я так понимаю, что у тебя достаточно сильные нервы, потому что ты, например, читаешь все комментарии под текстами про себя и так далее. Ну, я читал где-то, да, что у тебя есть такой интерес, любопытство. Да, ну, то есть там, где я вижу, где есть комментарии, я читаю все. Хорошо, расскажи мне про 3%. Нет, ну, они просто пишут иногда оскорбляют. Ну, как бы, меня, ну, там, где ты знаешь, что ты прав в чем-то, ну, по крайней мере, ты честен с собой, со своими убеждениями, то, ну, как тебя можно задеть? Самый удивительный звонок, я не знаю, общественная реакция. Муковозчик же про тебя снова писал. Это, наверное, и есть самое неожиданное. Я поняла, что я в тренде. Хайпанула, да? На политике. Да. Да. Ну, как бы, мне немножко жаль даже этих людей, честно. Я не испытываю к ним. Я даже не отвечала. Меня там спрашивали друзьям, ты будешь что-то отвечать ему или нет. Ну, честно, мне даже немножко жаль их несвободы. Их или его? Их ну, его и людей, которые в системе. Ну, я не знаю, мне сложно, мне хочется влезть им в голову, понять, они действительно так думают или они пишут для того, чтобы быть угодными этой системе. То есть, ну, не знаю, честно. И в том, и в другом случае мне жаль. Потому что в первом случае, если они так думают, то значит метастазы этой пропаганды настолько глубоко уже въелись им в мозг, что они уже не могут по-другому мыслить, и они настолько оторваны от общества, что не видят и ну, как бы не замечают этого всего. Ну, а во втором случае, ну, как бы это настолько нужно быть несвободным человеком, что ты боишься что-то сказать для того, чтобы не потерять какие-то свой там условный комфорт, да, просто чтобы выслужиться перед своими нанимателями. Ты формулировала, что белорусы нащупали свой код какой-то. Да. Я очень радуюсь внутренне, когда узнаю, что там человек, который ранее был мне очень симпатичен, придерживается того же мнения, что и я, что, ну, если у тебя где-то там были вопросы, даже если он там работал в госструктуре, на телевидении или еще где-то, что он смог как бы остаться свободным человеком. Я могу спросить, за кого родители голосовали? Я даже не знаю, честно говоря, я у них не спрашивала. Я не хочу расстраиваться. Я не давала им никаких рекомендаций, никаких. Ну, я снабдила их определенной информацией. Они смотрели здесь, кстати, дебаты Тихановской. Они, ой, не дебаты, а выступления, да. Вот.
Вот. Ну, какой выбор они... Честно, я боюсь спрашивать, я не хочу расстраиваться, если вдруг они проголосовали. Но я думаю, что... Ну, здесь, я думаю, что в провинции многие поддерживали действующую власть. Вот мои родители смотрят только госканалы, новости на госканалы. Да, у них там 30 каналов, но все равно это или РТР Россия, либо наши новости. Я вот здесь была 2 недели, в общей сложности за лето провела 2 недели. Честно говоря, в Минске я даже немножко с иронией смотрела на новости, на то, как подаются новости на госканалах наших. А побыв здесь 2 недели, я поняла, насколько это все серьезно, потому что родители смотрят их каждый день. И когда я слышу, что они там смотрят, а я потом, я им какую-то альтернативную реальность им показываю. Что-то в интернете, привожу им там газеты, там комсомолку, там что, АИФ я им привозила. Они вроде бы все это читают, но у них остаются все равно вопросы. Там же тоже рассказывают, как там. То есть они даже мне не до конца верят. Они немножко даже не доверяют мне. Им настолько уже, знаешь, время. И каждый день, когда это периодичность определенная, они все равно, они вроде бы доверяют мне, но в то же время вопросы есть еще. То есть, надо разобраться, может, там все не так еще. Кем работали твои родители? Папа лесник, мама тоже в лесном хозяйстве работала долгое время. Потом уже до пенсии дорабатывала, наверное, может, лет 5 здесь в сельском хозяйстве. Лесник — это вообще интересно в плане детских воспоминаний? Профессии? Конечно, очень. Я часто, не очень часто, но, допустим, с папой мы посадили лес. Такой небольшой, как она называется, делянка, если говорить сленгом лесного хозяйства. Вот, это сосновый лес, он такой достаточно уже высокий. Про животных были какие-то истории в детстве? Да, конечно. Начиная с сельского хозяйства, когда там, в принципе, держишь поросенка, там какого-то бычка, все было, да. И когда ты понимаешь, что его просто там сначала чешут за ушком, называют Борькой, а потом просто в один день просто его убивают. Я помню эти дни ужасные, я куда-то убегала, пряталась под подушку, закрывала, потому что это для меня, конечно, было ужасно. Вот. Но самый такой, наверное, один из таких, наверное, моментов в жизни тоже таких, которые оставили осадок, очень сильно травмировали, это когда поехала к бабушке с дедушкой, которые живут в Сенинском районе, оказалось, что они завели себе кроликов, и счастью моему не было предела, потому что каждый вечер ходила, каждый день, я вообще там огромное количество времени проводила в этом хлеву, играла с этими кроликами, с маленькими, с большими, не задавая себе вопрос, что с ними вообще будет дальше. Однажды утром проснулась и увидела, как несколько шкур висит, дедушка их там, специально поставил, утром сделал все, что он сделал, и шкуры просто, сушил на специальных таких устройствах. И у меня пазл сложился, я никогда в жизни не забуду вот этого своего... Я не смотрела на этих кроликов больше, я не ходила, мне вообще бы это причиняло огромную боль. Это, в принципе, исток твоей нынешней благотворительности в отношении... Нет, я не могу сказать, что это исток. У меня эмпатия по отношению, в принципе, ко всему живому, она всегда во мне присутствовала. Просто животные, они, наверное, такая одна из самых незащищенных у нас, в принципе, таких категорий. У них нет прав никаких. Если я сегодня приведу в центр города, условно говоря, там собаку, расчленю ее, там жестоко, то нужно собрать огромную базу доказательную, то есть для того, чтобы доказать, что это жестокое отношение к животным. То есть, по сути, у них нет никаких прав. Условно говоря, нет закона у нас такого хорошего, который бы защищал животных. Сколько ты тратишь на свой зверинец? Наверное, вообще, у меня не то чтобы мой, у меня всегда есть на передержках животные, которых я подбираю. Когда у меня есть, конечно же, возможность финансовая, иногда нет ни возможности даже не финансовой, и даже, в принципе, и времени нет этим заниматься, тогда я просто не могу это делать. Но вообще, наверное, треть зарплаты, вообще всего своего дохода уходит на это. Где-то треть точно. Окей, как при таком отношении к животным, трепетным, ты устроилась в Белкоопсоюз, который, в частности, заведует
Да, Обоим, да? они в том системным? числе, да, один, ну, у них много всего, и магазины, заготовительные пункты и так далее. Но я, на самом деле, тогда немножко не изучила вопрос. У меня первая ассоциация это были вот райпо-магазины. Я просто не изучила вопрос. Ну вот не вникла. И согласилась на эту работу. Пресс-служба, ну ничего такого, нормальная зарплата была. Потом я узнала, что есть зверофермы, на которых выращивают всяких пушных зверьков, которых потом ужас. Я, когда это узнала, у меня немножко... Ну, я поняла, что история будет недолгой. Но потом начался свиной грипп, и, естественно, появились журналисты, которым нужно было освещать всю эту тему. И в сторону всех этих убойных пунктов потянулась очередь из этих желающих журналистов, которые должны были написать об этом репортажи. И я, естественно, должна была их сопровождать. Тогда у меня впервые появились седые волосы. И, ну, все. Я на территорию вообще всех этих убойных пунктов, понятно, не заходила, потому что, ну, моя нервная система этого не выдержала. Все, я уволилась сразу же после этого. Потому что, ну, это просто антонимы. То есть я не видела возможности продолжать там работать. Ты трудилась на телеканале ОНТ. Да. Как ты его сейчас воспринимаешь? Ну, как и все остальные госканалы. Ну, мне кажется, это одно из наимощнейших было оружий пропаганды до появления здесь Russia Today. Ну да, так и есть. Я всегда хотела работать в пресс-службе. Ну, это к вопросу, как я туда попала. И когда мне поступило предложение, я была счастлива. Действительно, ну, тем более ОНТ, это был учредитель этого конкурса красоты. Я там всех знала, и, по сути, очень комфортное для меня место работы. Мне так виделось. Вот. Все было в порядке. Ну, по сути, ожидания и реальность совпали. Мне достаточно, как бы нравилось вообще вот этот весь движ. Другой вопрос, что я не задумывалась о том, что вообще происходит, да, ну, вообще о последствиях своей работы. Ну, наверное, большую часть занимали спецпроекты, это развлекательный контент. До того момента, пока не появился такой проект, я уже не помню, как он назывался «Добро пожаловать в Беларусь» либо еще что-то. Суть его была такова. В Беларусь приезжали семьи из Европы, условно говоря, ну, смысл такой. Немецкая семья исследует достопримечательности Витебской области. Естественно, им показывают лучшие объекты, в общем, они в восторге, снимают их реакцию. Ну, то есть, как бы вот такой проект. Вот. И был такой случай, я приехала вот сюда к маме в деревню, я тогда работала, писала пресс-релиз, и в этот момент тут семью европейцев этих привезли на одну из ферм, на которой она была настолько крутая, настолько инновационная, что коровам для того, чтобы увеличить надои молока, включали там классическую музыку, не знаю, Моцарта, Шопена, вот, и там надои просто были там вообще просто феноменальные. Да. Вот. А у меня, тоже, наверное, так сложились обстоятельства. У меня на столе, вот у мамы, опять же, на столе лежал расчетный листок там за какой-то месяц. Она дорабатывала уже в сельском хозяйстве здесь, в котором не было даже там $100, то есть зарплаты, да. То есть при этом как бы, делался упор на то, что вот мы сохранили колхозы, и вот, это наше все на данный момент. Вот. Вот это первый, наверное, момент противоречия, когда я почувствовала, что я делаю. То есть, и что я тоже винтик вот всей этой системы. И что, да, наверное, нам тоже есть чем гордиться, конечно же, но все не совсем так, как нас пытаются заставить. Твое предыдущее место работы тоже оказалось связано с государством, я имею в виду вот чествование, на котором присутствовал Виктор Лукашенко. Насколько ты, в принципе, была удивлена, когда узнала об этой связи? На самом деле, я устраивалась на работу к Александру Николаевичу Зайцеву, да, он был моим нанимателем основным на должность пресс-секретаря. Вот. О том, что есть кто-то еще, да, кто-то может иметь отношение к клубу. На самом деле,
никогда за время моей работы, в принципе, никаких других людей, имеющих отношение к этому клубу, я не знаю. И до сих пор, на самом деле, это по сути, косвенные, да, какие-то указания. А когда стал появляться сын президента у вас там на матчах? Я даже, честно говоря, я сейчас даже не могу вспомнить, был ли он на матче, на котором присутствовал Марадона. Возможно, это был первый случай, когда он присутствовал на матче. Но я даже не помню, было ли это так. Вот. А так вообще перед аудиторией, перед командой он появился вот как раз-таки на чествовании чемпионском. До этого, в принципе... А ты Марадона упомянула. Да. А ты сильно обалдела, когда пошли слухи про это? Конечно. Когда я увидела новость в новостной ленте как бы об этом, я сбросила ее Александру Николаевичу Зайцеву с какой-то саркастической подписью, что как бы уже упражняются люди как бы, в остроумии. А он говорит, да нет, так и есть. На самом деле, ведутся переговоры. Это была его инициатива. Там изначально шла речь о товарищеском матче, который тогда тренировал Диего Марадона. С командой, да? Да. В Эмиратах. И все, переговоры настолько удачно пошли, что появилась возможность, насколько мне рассказывал Александр Николаевич, что то есть появилась возможность пригласить его сюда на работу. Но, опять же, я подробностей не знаю. Это вот все, вся информация, которая мне доступна была с комментарием тогда. Когда ты оказалась рядом с Марадоной, как много ты времени, в принципе, провела, какое впечатление у тебя осталось? Абсолютно. Это была пресс-конференция. До пресс-конференции я его не видела, не он меня. Вот. Это была пресс-конференция. После пресс-конференции тогда фотографировали. Коноплев и Лейдик фотографировали. Все. В принципе, на этом наше общение закончилось. Ты надеялась на дальнейшую встречу, но их не случилось. Да, шли поиски. Этим занималась не я, это занимался отдельный, Марадона в том числе. Шли поиски жилья для него. Это действительно все было. И были серьезные намерения и с его стороны в том числе переехать в Брест. У него была амбиция стать именно главным тренером команды, а руководство не видело его руля. Поэтому у него вот это противоречие случилось, и он все-таки потерял всякий интерес к клубу. Хотя продолжает общение, я так понимаю, и шеф с ним. Ты говорила, что переход в Брестское «Динамо» обернулся для себя каким-то количеством откровений. Потому что такого про себя ты еще не читала, как на спортивных форумах. Да. Я поняла просто, что там все эти всякие «Комсомольская правда», онлайнер. Просто, я имею в виду комментаторы этих порталов, это жалкие любители по сравнению с ребятами, футбольными болельщиками. Вот. Да, они, конечно... Самое ужасное, что ты прочитала? Не то, что самое ужасное, просто, не знаю, курица тупая, говорящая голова. Понимаешь, тоже, действительно, может быть, это грубо прозвучит, но, наверное, люди не совсем понимают специфику работы пресс-секретаря, и что во многом пресс-секретарь является говорящей головой, и что я не доносила свою личную позицию. Иногда я должна доносить позицию клуба, хотя моя может быть противоположной. Так было, иногда, не всегда, но иногда так случалось. Вот, поэтому, а футбол, в принципе, она такая сфера, как оказалось, очень покрытая тайной, все постоянно шифруются друг от друга до последнего, не спешат объявлять какие-то новости, поэтому это постоянно какое-то лавирование. У тебя была ситуация, когда, не знаю, ты обладала каким-то мощным инсайдом, у тебя было любопытство раскрыть его, но пришлось максимально долго терпеть? Нет, у меня вообще, у меня профессиональная деформация, и все, друзья знают, что если со мной можно поделиться вообще любой информацией, и не без боязни, что она вообще станет достоянием общественности.
я не знаю, у меня, допустим, не знаю, мы подписывали контракты главных тренеров, игроков, там, Милевского, подписывали у нас в офисе, Хачериди. Мне на почту сбрасывали их контракты. У меня ни разу в жизни не возникло желания посмотреть на цифры, ну, честно. Ну, то есть мне абсолютно это не интересно. И, есть вещи, которые, во-первых, я знать не хочу, во-вторых, это моя работа, меня абсолютно не волнует частная жизнь других. И, Слушай, то есть они у тебя еще есть на почте, эти контракты? Нет, а может что-то есть? Нет, я их обычно удаляла. Вообще... Абсолютно. Ну, то есть мне не интересно. То есть это как вмешательство в какое-то личное пространство. Нет, я себе никогда такого в жизни не позволила. Абсолютно спокойно. Вспомни, как тебя представили команде. Да. Насколько это было неловко? Это было очень неловко. На самом деле футбол никогда не являлся комфортной для меня сферой деятельности. Да, я вроде бы в своей должности, я хорошо разбираюсь в своем предмете, но футбол очень чуждая для меня сфера была. Поэтому мне, конечно, там было очень некомфортно, вплоть до, там, не знаю, до заучивания там каких-то правил футбольных, потому что, да, я не буду там что-то кокетничать, что-то говорить то, чего не было. Да, футбол мне пришлось вникать. Но у меня были хорошие коллеги, это Витя Радьков, который постоянно, я могла с ним, я с ним согласовывала, в принципе, все, и с ним советовалась первое время, даже по мелочам, не боялась задавать вопросы. Это был Александр Николаевич Зайцев, конечно, который тоже мне помогал. В принципе, там хватало с хороших ребят, которые всегда подсказывали Что тебе было сложнее всего? Я боялась просто ошибиться, сделать какую-то дурацкую ошибку. Даже вот слово, термин какой-то сказать, там, в нем ошибиться и выглядеть глупо. То есть это такая, накладывала всегда отпечаток. Ты недавно разместила пост касательно командного вида спорта. Многие это восприняли упреком. Да, это многие молчанию восприняли. Футболистов. Это не упрек даже скорее. Я знаю прекрасно ребят, какие они, есть. Я знаю, они реально все классные ребята. С правильными понятиями о добре и зле. Мой вопрос, наверное, больше не упрек, хотя, может быть, частично, в том, что они не проявили солидарность к своим коллегам. Они реально... То есть это история про Козека и... Да, Козека, Сорока тоже ведь был. Я забыла, кстати, его в этом посте упомянуть. Честно говоря, глядя на то, как журналисты, выстаивали возле СИЗО, или возле Покрестина они стояли, там, где сидели коллеги из Тутбая, из Комсомолки. И Белопана. И Белопана, да. То есть мне не хватит. Это же не значит, что нужно рвать на себе рубашку, идти на площадь. Им действительно нужно думать о матчах, о дальнейших. Им нужно показывать результаты, им нельзя травмироваться. Я это прекрасно все знаю и понимаю. Мне просто не хватило поддержки, публичной именно поддержки своих друзей. Поэтому я не осуждаю, но я знаю, что они отличные ребята и должны, может быть, не хватает лидера, может быть, не хватает какой-то решимости. Я знаю, что всем есть что терять. Я это все прекрасно понимаю, но там речь не идет о каких-то радикальных вещах. Мне хотелось бы, чтобы они себя как-то... Обозначили. Да, обозначили. Давай поговорим еще про одного персонажа, про которого всегда говорят в случае Бреста. Артем Владимирович Милевский тебе каким показался? Артем Владимирович Милевский, он суперпрофессионал, он очень классный футболист, который является, конечно же, вообще звездой Бреста и, в принципе, очень классным классным персонажем вообще белфутбола на данный момент. Артем сложнее, чем его медийный персонаж? Я думаю, что да. Но на этом все не заканчивается. Он очень классный игрок, как я сказала. Он, в принципе, очень рефлексирующий, думающий человек. Тебе нравится контент, который он производит сейчас? Нет, я не являюсь подписчиком, и это, я не вхожу в его аудиторию.
Ну, это история про то, что Артем сложнее, а там он... А там все гораздо проще, да. Нет, я думаю, что все-таки, может быть, не хватает продюсера, да, который мог бы, ну, или человека, который повел бы его за собой и мог бы показать его таким, каким он может быть. Мгм. Я слышал историю, что, ну, в плане вашего взаимодействия однажды как-то Артем тебя обидел по мелочи. Ну, было, ну, да, было у нас такое. Ну, обидел, но он потом за это извинился. Что за история? Ну, я не знаю, это все в прошлом. Я вообще действительно не держу обиды, тем более он извинился. Нет, просто там была ситуация, он пообещал позвонить журналисту, ну, вернее, пообещал пообщаться с журналистом, но этого не сделал. Я его за это упрекнула, он мне ответил резко. Ну, то есть такой, казалось бы, рядовой вопрос, но мы все-таки с ним коллеги, я не для себя там что-то прошу. Ну, он потом это понял, он потом извинился за это. Это как, по телефону была переписка? Или... Да, это была переписка. Рядовая ситуация, как бы, ну, если большинством футболистов я нахожу обычный язык, да, то к Артему у меня, в принципе, всегда было, ну, наверное, ну, отношение, ну, если можно так сказать, с пиететом. Я понимаю его статус, понимаю и уважаю его мнение. Вот, но немножко его заносит иногда. А как быстро он отошел в той ситуации? Через сколько он тебя Через полгода, наверное. То есть, но он сам вышел на то, чтобы, типа, Оля... Да, он мне позвонил потом после того, как, не знаю, расстался с клубом, вот, когда пришел Алексей Шпилевский. Вот, он, видимо, как-то рефлексировал на эту тему, подводил какую-то черту, вспоминал, кого он обидел, и вот, когда он позвонил мне и сказал, что, да, извиняюсь просто. Ну, я сказала, что я на него не держу никакой обиды, все окей. А как вы эти полгода работали? Я работала, ну, Витя Радьков с ним в коммуникации был. Мы с ним реально, да, не общались. Это правда, это, наверное, вообще, ну, не наверное, а точное исключение. Ну, вот как-то для нас, для обоих оказалось это принципиальным. У тебя был примерно такой же кейс с Зайцевым, но я так понимаю, что там было не полгода, да? Нет, ну... Нет, про это мы не будем вообще говорить, не будем этого касаться. Ну, есть вещи, которые я даже, Никита, тебе рассказать не могу. Расскажи мне про, в принципе, ваше взаимодействие с Зайцевым. Я так понимаю, что у тебя пиетет еще больше, чем к Милевскому, к нему. Да. Александр Николаевич очень хороший человек. Он очень классный менеджер. Он очень хорошо относится ко всем своим подчиненным, независимо от их иерархии. Он справедливый, он доверяет людям очень. Например, хорошего отношения к тебе ты можешь привести? Допустим, у всех в работе, наверное, есть какие-то косяки. У меня в том числе они в работе, пускай немного, но были. Ну, там, допустим, вот одно из них, я помню, что я по ошибке отправила невычитанное интервью Радослава Латала, когда он пришел к нам на работе. То есть я перепутала вычитанное и невычитанное. Да, пускай там ну, как бы ничего такого страшного не было, но все-таки, когда человек начинает работу в клубе, как бы с такого, ну, то есть с косяка пресс-службы, это, ну, как бы, ну, конечно, не очень хороший момент, приятный для меня, по крайней мере. Вот. И когда он увидел в прессе, вот что Трибуна, по-моему, как раз-таки заметили, на сайте выставили правильный вычитанный вариант, а в прессу попало, по-моему, неправильно. Ну, по-моему, вот как-то так. Ну, в общем, это все вылезло наружу. И он мне написал, нет, я сама ему написала, что вот все это произошло, он не видел этого. И сказала, что, ну, как бы это, ну, мой недосмотр. Это действительно было так. Он, ну, как бы правил, все могут ошибаться. Главное, чтобы ты, ну, сделала вывод и не допускала впредь таких ошибок, потому что твою работу сразу, косяки твоей работы увидят сразу же. Вот. Ну, я сама, в принципе, это понимала, но как бы он не стал там махать шашкой, там, потому что угрожать, или там, ну, не то чтобы угрожать, ну, то есть меня как-то запугивать, стращать, да, ну, хотя, по сути, имел право, там, не знаю, оштрафовать меня или еще что-то. А вы виделись после твоего расставания с Брестским «Динамо»? Да, мы виделись. Я ему передавала лисички, когда приехала из деревни. У меня были излишки.
а он мне помидор прислал. А правда, что он здесь у тебя был? Да, приезжал, наверное, позапрошлом году, после Нового года. Бывшая жена Александра Николаевича, она писатель, она пишет книги. И вот один из героев ее книги на тот момент, был лесник. У меня папа лесник. Нужно было общение с человеком, не хватало фактуры, носителем этой профессии. Вот. И он говорит, слушай, ну у тебя же папа лесник, может, можно как-то пообщаться им, чтобы каких-то историй там рассказали, ну, что-то. Вот. И они приезжали, да. Приезжали, они с женой, с сыном приезжали сюда, общались, жена, ее Ольга зовут, общались с папой. Вот я тоже такая, у меня такое чувство нереальности какой-то. Александр Николаевич, который там прилетел, наверное, из ЮАР там на днях, сидит в деревне Заборовье возле печки. А у тебя еще старый дом был, да? Ну да, да. Ну, то есть это, в принципе, и сейчас он старый, просто как бы немножко апгрейдили его. Вот. И, ну, то есть, ну, удивительный человек, который на все находит время. Он нашел этих 2 часа для того, чтобы решить этот вопрос. И как они с отцом твоим общались? Вроде бы все, поговорили продуктивно. Ольга записала несколько историй и даже уже написала книгу. Почему ты все-таки ушла? Это было мое решение, чисто мое. Никто меня не увольнял. Ну, ты не просто знаю. первое увольнение в жизни по статье уже. Да, там уже терять нечего, что там. Просто очень сильно изменился коллектив. Это, наверное, решающий момент. Это очень повлияло на все. Ну, то есть я человек коллектива. Мне очень важно для того, чтобы работать, нужен комфорт. Ну, какой-то здоровый климат в коллективе. Я не могу сказать, что там что-то было плохо, но просто я утратила чувство уюта, которое у меня присутствовало до этого. Я понимала, что мне некомфортно. И да, это просто, наверное, стало одним из, наверное, самых важных нюансов. Сколько лет ты работала с Конте? Наверное, 9. 9 или 10, ну что-то около того. 10, наверное. Это 10. твой самый выгодный контракт? Ну да, наверное, да. Ну, чтобы понимать, это там сумасшедшие деньги, не сумасшедшие. Нет, ну сложно вообще почитать все. Как бы все контракты, которые у нас были за это время. Был контракт на ребрендинг, который они проводили. Это отдельная сумма. И огромное количество съемок, которые каждая просто отдельно оплачивалась не в рамках контракта. Если брать контракт, я знаю, что ты спросишь, если ты задашь мне следующий вопрос, да? Хоть я не вижу твоих глаз, но уже. Это было, не помню, какой это был год, наверное, год 13-й. Тогда этот контракт был $10 тысяч. Ну, по сути, это, нормальные деньги, абсолютно осязаемые. Нет, ничего заоблачного нет. Это контракт на сколько лет? На 5 лет, по-моему, 5 лет. был у нас, да. Угу. Как ты себя чувствуешь, когда заходишь в магазин, в отдел с колготками, и там только ты? А я просто смотрю, какие фотографии. Иногда они там немножко обновляют, там что-то выставляют из каких-то архивных фотографий. Смотрю, я там еще молодая, версия где-то какого-то 13-го года. Запомните меня такой. Тебе бывает странно, что ты понимаешь, что ты рассматриваешь себя, а кто-то смотрит на себя при этом? Нет, никто не узнает на самом деле. У меня папа даже не узнал. Там где-то я как-то ему журнал привезла, говорю, что-то я маме положила на стол, говорю, там есть мои фотографии. Мама сразу посмотрела, а папа отдельно. Говорит, Оля, я посмотрел, я не нашел. То есть, меня не узнают. Вот недавно, кстати, 16 августа ходила на акцию, на Марш Свободы, и там меня девочка узнала, сказала, это не вы на колготках Конте? Вот. То есть потенциальные покупатели знают своего героя в лицо. А самый твой большой гонорар за съемку? 10 тысяч. А самые большие деньги, которые ты держала в руках? 10 тысяч, наверное. Реально, да. Да, я, наверное, если так, сумма, которую я держала в руках, больше 10, наверное, не держала. То есть тебе выдали, там был какой-то
пакет? Я не Да, знаю. реально, вот, ну, как бы я приехала в бухгалтерию, получила. Да, В белорусских пачки, деньгах? да, я в сумку засунула, думаю, господи, маленькую сумку взяла. Да, белорусские. А по 500 это много или мало? Ну, конечно, мало. Сколько должен зарабатывать учитель в Беларуси? Ну, не меньше 1000. УЕ? Да, конечно. Сколько должен зарабатывать доктор? Ну, 3000 где-то. А сколько должна зарабатывать белорусская модель? Но ее работа хотя бы должна быть хоть как-то оплачиваться, потому что сейчас, ну, в принципе, многие заказчики обращаются с просьбой бесплатно сделать съемку. Причем это иногда достаточно крупные заказчики бывают, которые рассчитывают, что модель снимется у них бесплатно. Квартира за победу в конкурсе красоты. Это нормально? Это очень круто для участницы и для победительницы, но насколько эти траты оправданные для государства, есть вопрос. Самая дорогая вещь, которую ты приобрела за последний год? В этом году, наверное, ну, материального ничего такого, в принципе, не было таких приобретений, но марафон в Тель-Авиве в этом году был в феврале, ну, где-то обошелся в $1000. А сколько стоит пакет молока? Рубль 70, ну, в принципе, тот, который я покупаю. Хлеб? Тот, который я покупаю, 2,50. Жетон метро? Честно, не знаю, давно ездила. Я очень люблю метро. Если бы оно было возле моего дома, я бы ездила только на метро. Но я, может, 70 копеек. Где-то так, ориентировочно, где-то так должно быть. Как ты уехала отсюда? Уехала в Витебск учиться в колледж легкой промышленности. Как ты выбирала? Не знаю, мне нравилось. Я думала, что я смогу свою жизнь связать с модой. Не знаешь, ну, в каком-то, видишь, гипертрофированном виде это произошло, но не так, как я планировала. Вот. Я думала, что я смогу стать либо дизайнером одежды. Ну, мне нравилось что-то придумывать, что-то себе постоянно перешивала одежду, хотя бы в силу того, что мои ноги моим ногам были короткие все джинсы. Постоянно над этим всем мудрила. Вот, поэтому, ну, как-то я рассматривала это как вариант. Слушай, а детство это латочки, это перешивание, да, ушивание? Да. Ну, постоянно, потому что, ну, сейчас есть какой-то выбор, а раньше это был вот местный рынок лепельский, на котором одежда, ну, такая, ну, то есть джинсы, ну, самый ходовой товар, но это постоянно ты их одеваешь, они у тебя там по щиколотке. Сейчас это тренд, а тогда это не было трендом. Сейчас я этим активно пользуюсь, но тогда нужно было что-то придумывать. Да, придумывала. Какие у тебя воспоминания, в принципе, остались от Лепельского рынка, от всей этой атмосферы? На самом деле, для поездка в районный центр Лепель для деревенской девочки всегда было событием для меня. Это 10 км? Да, это 10 км, но все равно ездили туда не каждый день на рейсовом автобусе, как бы в силу отсутствия там машины. Это было событием, я всегда боялась проспать, боялась, что родители оставят меня и с собой не возьмут, а там же всякие красивые вещи. Вот. Поэтому для меня это было очень классным событием. Я всегда ждала. Это не так часто происходило, может быть, раз в 2 месяца, раз в месяц. А ты поехала в Витебск учиться на... Я была технологом легкой промышленности. И почему ты им не стала? Дело в том, что меня отправили на фабрику с символическим названием «Знамя индустриализации». Я мимо которого сейчас проезжаю в Витебске, у меня мурашки по коже. Это проходная, в 7 утра это уже смена. Я там проработала на практике, по-моему, месяца 4. И, кстати, уволилась оттуда по статье. Да? Да. Ну, потому что меня не увольняли. Я должна была отработать обязательно, ну, как по распределению. А, это распределение, да, это не это было практика. распределение, да. Вот, меня не увольняли, я прогуляла, и меня уволили. Что То есть, тебя это всё. заставило увольняться? Ну, я поняла, что я точно не хочу с этим связывать жизнь, вот именно в таком ключе. Вот. Потом была попытка поступления в педагогический университет. Я поступила только на платные. Ну, тогда, на тот момент, я не имела возможности учиться на платном отделении. Вот. И я работала как раз-таки вот в своем колледже, преподавала там. Вот тогда началась моя, наверное, я тогда параллельно занималась в модельном агентстве.
и преподавала там в театре моды. Но ты же попала в модельное агентство очень случайно. Очень случайно, да. Шла по улице, ела пирожное, в другой руке было мороженое. Мы с сестрой гуляли. Меня встретил будущий руководитель моего модельного агентства, сказал, что мне надо похудеть килограмм на 5. Вот. Я подумала, что за маньяк вообще, что ему нужно от меня. Вот. Он мне дал свою визитку, сказал, где проходят занятия. Мы с сестрой пошли в это здание. Это оказался кинотеатром. Мы у вахтерш, которые всегда отличаются бдительностью, расспросили, навели справки, все ли тут в порядке. Да? Да. Угу. Они сказали, что наш человек, все в порядке, и девочки приходят, занимаются, и дали вообще положительную рекомендацию относительно Александр Трущенко, это руководитель моего первого модельного агентства, в принципе, человек, который меня заметил, пригласил заниматься. Как случилось «Мисс Беларусь»? На самом деле, кстати, вообще вот что касается моего первого модельного агентства, я там лишилась всех комплексов, которыми обладал ребенок с ростом, подросток с ростом 180, там, наверное, на тот момент сантиметров, да. Вот. Там я избавилась от всех комплексов, а что касается «Мисс Беларусь», Слушай, а по комплексу расскажи, это серьезно тебя било по голове? Ну, не то чтобы било, но стоять первой в шеренге на уроке физкультуры, ну, даже перед мальчиками, это всегда, конечно, меня выгоняло в определенные комплексы. Я начинала сутулиться очень серьезно. Вот. У меня не было никогда каблуков, я только ходила в обуви на низком ходу. Я никогда не считала себя там уродиной, да, но то, что я выше всех на свете, мне казалось, что это катастрофа. И, честно говоря, да, мне было не очень комфортно. А дети же злые, да, если кто-то выделяется? Ну да, кстати, в подростковом возрасте мы могли обозвать там и каланчой, дылдой, там еще что-нибудь. То есть сейчас, конечно, я никогда этого не ощущаю, в принципе, но тогда еще, может быть, провинциальный, городок, деревня, тут особенно дети очень так, недобро к этому всему. То есть могли недобро пошутить, я на это все очень болезненно реагировала. А самый обидный раз ты можешь вспомнить? Мне нравился один мальчик, и очень нравился. И я узнала, что он меня называл плоскодонкой. Я была высокая, худая, одевала для того, чтобы выглядеть как-то на фоне развитых моих одноклассниц. Под низ, под джинсы пару там колготок, таких, чтобы как-то более фактурно выглядеть. Да? Вот. И что, какая реакция была? Меня это очень обидело, очень сильно, очень ранило. Вот, и я, конечно, переживала, вынашивала в душе планы о мести, как все это положено. Вот. Сейчас вспоминаю, конечно, с улыбкой, но тогда это казалось, что все, жизнь, конечно, дала трещину. Просто это, конечно, вгоняет в комплекс, вот что самое плохое. И хорошо, когда хватает, я сейчас работаю с подростками, понимаю, что хорошо, когда рядом оказывается человек, который может тебя убедить в другом. А если такого человека нет, ты просто закомплексован. Когда ты стала разбираться с этим совсем? Именно в агентстве? Да, я увидела, что на самом деле рост, то есть такой, как у меня, да, далеко выше среднего, даже выше высокого. Это, по сути, это данность. Хорошо, что мы на свете все такие разные. И как бы мы, наверное, вообще печально жили, если бы мы все были одинаковые. И что, на самом деле, сейчас я понимаю, что это просто мне в жизни, наверное, много дало, многое выделило меня как-то из общей массы на тот момент. Хорошо, когда ты это понимаешь и используешь это как свою особенность, да? Даже не как плюс, а просто как свою особенность, которую ты можешь как-то использовать в жизни. Использовать. «Мисс Беларусь» как случилось? Ты не хотела? Нет, я вообще не собиралась идти. Конечно, вспоминать об этом тоже сейчас. Я вообще, как бы это парадоксально не звучало, я очень скептически отношусь к конкурсам красоты. Но на тот момент я понимала, что это хороший старт, да, то есть, может быть, опять же, поняла после того, как мне из каждого утюга все мои знакомые, друзья, коллеги по работе, бывшие одногруппницы говорили, что мне нужно сходить. То есть нужно понимать, что это было другое время, это не сейчас, там время интернета, тогда, по сути, мы были этого всего лишены, информацию получали из телевидения, и тогда была очень такая массированная
реклама конкурса красоты «Мисс Беларусь». А что началось потом? Вот тебе дают корону, это Да. называется, да? Да. Корону тебе дают? Да, ну, на самом деле, согласно обязательствам, до сих пор участница не должна выходить замуж 2 года. Не, конкретно Да. вот следующие дни. И на Я следующий просто, день ну, пресс-конференции, общение с журналистами, участие в каких-то передачах. Ну, то есть ничего такого. Это медийная какая-то работа ведется. Слушай, с этой короной правда, что у тебя какое-то было к ней такое очень простое отношение, что ты ее когда-то в метро возила? Да, я ее брала когда-то, не помню, на съемку какого-то проекта, не помню, я ее в сумку положила. Я, конечно, не то чтобы простое, нет, я знала ее стоимость. Угу. Сколько она Вот. стоит? Ну, наверное, 1012. Угу. Это что, это белое золото? Белое золото, фианиты, топазы. Ну, Но она же не твоя собственность, она передается. она, Да? да, она не моя собственность. Грустно было? Абсолютно нет. Нет, вообще ни капли. Она, на самом деле, на тот момент, я бы и раньше, я помню, что мне хотелось. Мне даже тогда, на тот момент, когда уже подходили, заканчивались эти 2 года, меня уже немножко напрягало, что я, мисс Беларусь. Мне казалось, что это уже так долго. Мне, этот титул, по сути, я, наверное, больше всего боялась, что меня всю жизнь я буду мисс Беларусь. Что, то есть я больше ничего в жизни не смогу сделать, чем то, что, то есть завоевать этот титул. Он такой немножко, как свадебный генерал, знаете, когда, от тебя больше ничего и не ждут. Ты вроде бы как, типа мисс. Это такая. Я отдавала ее с ощущением того, что все, что могла дать, она мне дала. То, что я даже, наверное, хотела, и то, что не хотела, я получила. Но эта корона, то есть она же, она не отдается тебе, Она хранится в Национальной школе красоты, в сейфе, и передается каждые 2 года. Тебя награждало первое лицо или нет? Присутствовал на конкурсе. Ага. В качестве зрителя. Ага. Как всегда это обычно происходит. Потом вы общались? Да, конечно. Было несколько мероприятий, на которых, мы присутствовали. У меня даже, у меня главным призом на моем конкурсе была квартира. Тогда это был недостроенный дом еще. И на самом мероприятии президент присутствовал в качестве зрителя, а потом уже после конкурса мы с ним были на общем мероприятии. Это был День независимости, 3 июля. В Дворце Республики все происходило. Мы сидели рядом, он спросил, заселилась ли я в квартиру. А я сказала, что дом уже сдан был на тот момент, но там проволочка с внутренним ремонтом. Под сдачу я просила сделать ремонт. Хотя бы обои поклеить там. А я сказала, что еще пока этого не сделано. И на следующий день мне уже позвонили с дома управления моего дома, попросили приехать для того, чтобы мы там порешали все эти вопросы, чтобы все это быстрее пошло. То есть президентом Это рядом. сказали загодя, да? Мне сказали в день мероприятия, что буду сидеть возле главы государства. И как ты? Жалась? Конечно, естественно. Мне помогали там собраться, платье из Национальной школы красоты причесали, накрасили. То есть мне... кстати, потом мы больше нигде рядом прям на официальных больших мероприятиях не находились, потому что, вроде бы как, мне сказали, что... то есть я же вообще, если не ростом с президентом на каблуках, а еще там на 10-сантиметровых каблуках, мои 186, я представляю. То есть я, стороны не видела. Но я либо с ним, либо даже тебя чуть-чуть... дисквалифицировали за то, что ты выше его была. Да, он же потом сказал в интервью, что женщина должна быть 175, 176. Поэтому не очень понравилось ему. Смотри, ты самая узнаваемая, а самая успешная у нас получается Маша Васильевич, правильно? Да, конечно. Потому что она выиграла, она мисс Европа стала. Она стала мисс мира, она вошла в топ-5. Вы с Машей общаетесь? Да, общаемся. Что за общение? Вы подруги, вы товарищки, как это называется? Мы, Вы наверное, коллеги? знакомые, у которых, объединяет, есть объединяющий фактор, это конкурс красоты.
Мы с ней, наверное, мы с ней ходили в гости к нашему вот Паше Рощинскому, это мальчик с ДЦП. Я приглашала ее, мы ходили к ней в гости знакомиться. Мы с ней, я ей, кстати, писала СМС после того, когда она стала депутатом. Ну, я ее поддержала. С той точки зрения, что я искренне считаю, что Маша не будет там бесполезной, менее полезной, чем многие, кто там есть среди депутатов. Я искренне так считаю. Я знаю, что Маша, все в порядке у нее с интеллектом. Это комплимент Маши? Это комплимент Маши, это комплимент Маши и укор бесполезности да. общей. Не всех, конечно же, не всех. Просто, многие люди, я считаю, что она не будет там такой уж бесполезным человеком. У нее хороший интеллект, у нее хорошо работает голова. Если опустить все остальное, да, все остальные вопросы, я, конечно, вообще в этом плане не могу сказать, что я бы мечтала пойти ее путем. Это очень сложный путь. Я бы испугалась, я бы отказалась, я бы любыми, наверное, средствами пыталась избежать этого пути. Она его избрала. Я думаю, что она сильная, может быть, сильнее, чем я, поэтому я желаю только ей удачи. Но общая негативная реакция, какие у тебя эмоции вызвала? Наверное, проведение этих выборов на ее избирательный участок. Я не знаю, насколько все было честно. У нас есть множество вопросов к тому, как проводятся все наши избирательные кампании. Но, в принципе, я сама никогда не хожу на эти выборы, поэтому я не знаю, насколько там соответствовали эти цифры действительности. Действительно ли это все было так, как в действительности ли она стала депутатом. Вы обсуждали она, это? конечно, молодая, она очень молодая. Да, нет, мы с ней не обсуждали. Мы с ней, этого не... Тот хейт, который на нее обрушился, я просто по-человечески, по-женски ей сочувствую, потому что этому сложно противостоять. Просто я верю, что у нее может получиться. Я, знаю ее как человека. Она хороший, добрый человек, у которого может действительно все получиться. Когда Маше разрисовали Джилли, ты писала ей? Да, я ей писала. И причем делала в сторис. Сторис не разрисовали, его разбили. Разбили. Да. И сторис ее поддержала. Это ужасно, я подлость презираю. Это даже если мы с ней здесь на разных берегах, это не значит, что можно человеку делать такие подлости. То есть это нечестные методы борьбы, я считаю. Вы с Машей на разных берегах? Очевидно. Вы обсуждали это? Нет. Это что? Школа, в которой я училась. Сельская? Конечно. Настоящая. Заборовская сельская школа. Что ты помнишь с тех времен? Все помню. Очень любила белорусский язык, литературу. И она была в принципе, и русский белорусскомовная, тоже. да? Белорусскомовная школа. Ага. Что тебе лучше всего давала в школе? Языки. Я гуманитарий. Физика, математика, химия – это, в принципе, то, что не лучшие ассоциации вызывает в этих воспоминаниях. Предлагаю следующий блиц, окей? Давай. Рассказываешь, когда это было и обстоятельства. Давай. Когда ты в последний раз плакала? 1 сентября, наверное, когда разгоняли школьников и студентов у нас в Минске. Когда ты последний раз гордилась собой? Не помню, не знаю. Не когда... свойственно, не люблю. В принципе, у меня чувство, гордости, вообще чувства, которые связаны с личными какими-то вещами, не особо меня Когда волнует. ты последний раз гордилась страной? Каждое воскресенье последний раз. Когда ты последний раз повышала голос? За рулем. Периодически, наверное, это возникает за рулем, когда мне хочется иногда даже поругаться. Когда ты последний раз испытывала страх? Не хочется вообще касаться этих тем, но, наверное, чувство, которое периодически в последнее время накатывает, просто за себя, за близких, за друзей, из-за ситуации, которая сейчас происходит у нас в стране. Ты можешь вспомнить конкретный кейс, какая-то новость, ситуация? Наверное, последний раз тогда это было задержание Дмитрия Кахно, когда прям проняло. Когда ты последний раз испытывала отвращение? Позавчера, так уж получается. Стояли ребята
флагами, и остановился микроавтобус прямо возле меня, и вышли 3 человека в черной форме, полумасках, и так неспешно шли. Люди убежали в офисы, ребята, они шли, я не могу сдерживать себе вот эту волну отвращения, которое я чувствую, когда вижу людей, которые чувствуют себя очень безнаказанно и демонстративно показывают свою силу. А когда ты последний раз испытывал вдохновение? Наверное, когда слышала гимн «Погонев», который исполняли в метро. Мы с тобой где? Мы находимся в легендарном месте Заборовский сельский клуб, где проходили лучшие и самые значимые времена моей молодости. Сюда я приходила на дискотеку, выплясывала тут под группу руки вверх, на дощатом полу выбивала дробь. А там библиотека? А это библиотека. Там я тоже немало времени проводила. Расскажи мне про лучшие времена. Как это гремело все? Раньше было, наверное, 150-200, где-то вот так, человек, население вообще в деревне. Каждую пятницу и субботу здесь была дискотека. Все, приходили, танцевали, все как положено. В лучших традициях драки тут в соседних деревень пацаны приезжали, тут штакетник потом валялся тут по округе. Самая памятная твоя дискотека здесь? Раньше здесь проводили дискотеки на открытом воздухе на праздник Иван Купала. За деревней вот там или вот там жгли покрышки. Костер, как положено. Вот. В лучших традициях. А потом приходили сюда и танцевали вот тут на улице. Здесь получше был асфальт, это сейчас тут уже не эксплуатируется, он такой весь взрытый. А тогда здесь был идеально ровный асфальт, выносились колонки на улицу и танцевали. Вот одна из дискотек, я помню, как это так, это было лето какая-то, не знаю, наверное, класс между 7 и 8, наверное, где-то вот так. Прям еще совсем мелко. Вот. И как-то, не знаю, вот осталось воспоминание, песня «Тополиный пух» Иванушки. Где-то вот здесь мы с подружкой танцевали. Какое-то, не знаю, ощущение такой юности, какой-то впереди вся жизнь какая-то такая была. Так вот я помню, этот момент прям отпечатался в моей памяти. А что там внутри еще было? Там просто зал? Там зал, стоит бильярд находится возле сцены по левую руку, если заходишь. Там, кстати, у нас отдыхали на бильярде. Было спальное место. Если кто-то очень уставал в процессе дискотеки, они шли отдыхать на бильярд. То есть, подожди, бильярд, на котором спят люди, а рядом танцуют люди, да? Абсолютно, да. Обычно там их немного было. Может быть, один человек мог там немножко прилечь. Про ощущение счастья, с которым ты ассоциируешь все воспоминания. А что теперь тебе нужно для счастья? Сейчас это здоровье моих родных. Наверное, это самое важное. То есть, правда, я поняла в своей жизни, что самый важный, наверное, и значимый для меня в жизни вообще момент – это здоровье моих близких и родных. Ничто в жизни, когда у них все хорошо, у меня априори все хорошо. То есть это главный индикатор моего душевного состояния, гармонии внутренней. Какой ты видишь свою идеальную старость? Во-первых, я точно знаю, что про пенсию она уже близка, все-таки я уже продумала, этот вопрос изучила. Обязательно частный дом. По этому дом. поводу или нет? Можешь шутить. Частный дом? Обязательно частный дом, желательно даже не в деревне, а где-нибудь реально на хуторе, где-то подальше вообще от людей, от цивилизации. Это не обязательно должен быть какой-то там дом, прям. Желательно вообще где-нибудь в лесу каком-нибудь сосновом или хотя бы чтобы чтобы я видела природу, потому что я человек природы. Вот, это цветочки, грядки, приблизительно как у меня возле дома. Это, не знаю, стол на террасе, это, не знаю, чаепитие с своими близкими, родными, обсуждение каких-то дел, не знаю. 60 собак? Обязательно. Вольеры, да, для животных. Такого мини-приюта. Тебе будет хватать белорусской пенсии? Нет, белорусской пенсии у меня у родителей пенсионеры, я знаю прекрасно, сколько они получают. Какая у них пенсия? $100. На двоих?
У каждого. Каждого, да? 200 да. долларов. Да. Ну, причем у папы, наверное, даже 100 нет. Да, у папы, наверное, даже 100 нет. У мамы есть 100, у папы, наверное, чуть-чуть нет. А может и есть. Ну, то есть, ну, плюс-минус, где-то там около того. То есть 200 долларов на двоих. Это не та сумма, на которую, конечно, вообще, в принципе, можно хоть как-то жить. Даже в скромных сельских условиях. И последний вопрос. Жизнь малина? Конечно. Почему? Ну, потому что все в наших руках, и это здорово, когда мы сами можем сделать ее таковой, ну, привлекательной для нас. И кайф в том, не в том, когда тебе что-то с неба падает, а когда ты прикладываешь к этому усилия и видишь результаты своей работы, пожинаешь эти плоды, и тогда ты можешь ощущать себя нужным. Это, ну, наверное, и есть ощущение счастья, когда человек чувствует себя нужным. Вот. И когда он чувствует, что это приносит пользу, когда ты чувствуешь, что ты делаешь что-то важное, это все делает человека полноценным и даже для себя приносит, ну, делает его счастливее просто. Конкурс. Давай что-нибудь разыграем. Это? Это иллюстрированная история Беларуси. Очень классное сувенирное издание. Я с удовольствием его подарю. Подпишешь на белорусской мове? Да, конечно. Потому что это здесь на русском Да, все. да. Я думаю, что мы дождемся победителя, я подпишу лично победителю. И передашь. И передам. Если это в Минске. Абсолютно. Очень верно. хорошо. Я предлагаю поиграть тебе в фейки. У нас 4 утверждения про тебя. Одно из них ложное. Человек, который угадывает ложное, получает, собственно, этот приз. Утверждения следующие. Ольга Хиженкова была уволена с завода «Знамя индустриализации» за прогул. Ольга Хиженкова получила свой самый большой гонорар в размере 30 тысяч долларов от компании «Конте». Ольга Хиженкова возила свою корону «Мисс Беларусь» в минском метро. И Ольга Хиженкова уволилась из Белкоопсоюза после командировки на убойный пункт. Ребятки, отмечайте, пожалуйста, пишите в комментариях, активничайте. Мы обязательно передадим книжечку победителю. Оль, спасибо тебе большое. Мы были очень долго с тобой, но это было очень прикольно. Успехов тебе. Вам Ты очень спасибо, что крутая. приехали. Приезжайте в гости. Спасибо.